законопроект. В стране появится единый госреестр автомобилей. В Якутске проходит 6-й форум народных мастеров. Из каких районов республики приехали участники? В Якутии зафиксировали изменения климата. Как производился мониторинг? В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В России появится единый госреестр автомобилей. Доступ к информации будет иметь любой гражданин страны или правоохранительные органы. Соответствующий законопроект разработало Министерство внутренних дел. Согласно документу, реестр будут создавать на основе данных о ранее зарегистрированных транспортных средствах. Вносимая информация будет включать в себя не только подробные технические данные о машине, вплоть до расположения руля и экологического класса, но и полную информацию о личности владельца или компании. В том числе будут указаны ИНН, адрес регистрации и другие данные собственника. Запланированный срок вступления закона в силу – 4 августа этого года. Правительство страны готовит новую амнистию для недвижимости, на этот раз для объектов гаражного назначения. Главная задача, как подчеркивают в Минэкономразвития, дать возможность гражданам, не имеющим документов на гаражи, оформить их в собственность и приобрести участок под ними. Законопроект позволит упрощенно оформлять собственность. Необходимо всего предоставить документ о предоставлении земельного участка гаражно-строительному кооперативу и документ, подтверждающий факт внесения взноса на строительство гаража. Для регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет понадобится также оформить технический план на индивидуальный гараж, гаражный бокс или машиноместо. Закон может заработать с 2020 года. В России появится реестр недобросовестных родителей. Он призван повысить защищенность детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях. Таких ребят, находящихся под опекой, сейчас в России около 400 тысяч. Предполагаемые изменения позволят исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, говорится в документе. Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав, но и уточняет порядок межведомственного обмена информацией о них. В Якутске начал работу 6-й форум народных мастеров. Участников поприветствовал глава Якутии Айсен Николаев. Сейчас в регионе насчитывается более 4000 народных мастеров. Их работы высоко оцениваются как в России, так и за рубежом. Однако есть и ряд проблем, с которыми сталкиваются мастера. В том числе они связаны с нехваткой сырья и его разнообразием. Также отсутствие возможности экспорта своей продукции за пределы страны. Художественные промыслы народов Якутии, они имеют, на мой взгляд, очень большую перспективу. Это одно из тех направлений, которые, на мой взгляд, могли бы быть затронуты в ряде наших национальных проектов, которые реализуются на территории нашей республики по указу президента страны, в том числе по таким, как малое предпринимательство, образование, культура, поддержка экспорта. И с этой точки зрения, конечно, и правительству надо будет вырабатывать новую концепцию поддержки художественных промыслов и народных мастеров. Предыдущая уже свою историческую роль сыграла. Сейчас надо выходить на новые уровни, продвигать нашу продукцию на мировые, российские рынки, защищать их от многочисленных уже сегодня, к сожалению, подделок. Также вырабатывать концепцию образования, причем не только специального профессионального, но и дополнительного в школах, может быть, даже в детских садах, для того, чтобы искусство наших народов, населяющих Якутию, не исчезало, а наоборот развивалось. В Олимпийском совете Азии назначен вице-президент, отвечающий за игры «Дети Азии». Им стал президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умит Ахмаджанов. Должность впервые учреждена в истории организации. Решение было принято на 38-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии в Бангкоке. На Сахалине в соревнованиях по 8 видам спорта приняли участие 750 спортсменов из 20 стран Азии. Напомним, 7-й международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в августе 2020 года в Улан-Баторе. В компании «Алроса» стартовала программа по межпроизводственному обмену опытом. Работники подземных профессий посещают рудники, знакомятся с производством, изучают особенности горных работ своих коллег. Шахтеры «Алроса» уже побывали на руднике Айхал. Позже такие же встречи проведут на Интернациональном и Удачном. Тему продолжит Оксана Мизинцева.
Шахтеры рудника Айхал показывают коллегам из Удачного и Мирного новую двухстреловую буровую установку. Техника единственной данной модификации «Валроса» поступила на рудник Айхал месяц назад. Машина оснащена современной электронной системой контроля бурения. Это значительно повышает точность проходки горных выработок. Шахтеров Удачного и Мирного интересует каждая мелочь, задают вопросы. На такой технике не работали. На другом участке шахтерам Мирного и Удачного показывают работу погрузочно-доставочной машины. Техника работает дистанционно. Шахтным оборудованием машинист управляет на безопасном расстоянии. Такой метод работы уже давно используют на руднике. Поразила автоматизация именно работы как очистных, так и подготовительных. По очистным работам выполнение автоматизированного паспорта бурения на нисходящих скважинах. На подготовительных работах обеспечение автоматизированного бурения параллельных шпуров. Познакомиться с айхальской подземкой работникам других рудников позволила программа по межпроизводственному обмену опытом. «Валроса» такое мероприятие провели во второй раз. Шахтеры знакомятся с производством, изучают особенности подземных работ других шахт. Горняков интересуют особенности системы добычи и технология проведения горных работ. В составе группы и инженерные сотрудники, и рабочий персонал. Интересные идеи обязательно возьмут на заметку. Смотрели автоматическое бурение, и специалисты рудника Айхал показали доработанную коронку буровую, которая имеет более высокие технические характеристики по ходимости и по скорости бурения. И по договоренности такая коронка сегодня-завтра уедет на Удачный. Тоже этот вопрос там актуальный, чтобы специалисты разработали, доработали по такому же аналогу. Выработки рудника Айхал тянутся под землей на несколько километров, побывать на каждом участке не получилось. Поэтому уже на поверхности гостям показали общую схему шахты на стенде. Горняков интересовала особенность камерной системы добычи и современная техника, используемая на руднике. Здесь для себя подкрепил, есть самое слабое место у нас, по крайней мере, на новом стволе на Интере, это на вертикальном вспомогательном стволе, это разгрузка скипа. Вот здесь они модифицировали эту систему. Буду надеяться, что, может быть, что-то я у себя это сделаю. Гости побывали и на объектах поверхностного комплекса рудника Айхал. Впечатлениями от увиденного поделились позже, на общем собрании. И шахтеры Интера и рудника Удачный отметили, такие поездки необходимы. Обмениваться опытом шахтеры «Алроса» продолжат на рудниках Удачный и Интернациональный. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». К другим темам. Изменения климата Якутии зафиксировали природопользователи. К мониторингу с помощью Госкомитета по делам Арктики и Улусным управлением сельского хозяйства привлекли оленеводов из разных районов республики. Их наблюдения дополняют друг друга. К примеру, в Устьянске отмечают изменения направления ветра. Раньше северо-восточный ветер дул с начала мая до июня. Увеличилась численность диких зверей. В Верхнеколымском Улусе отмечают снижение качества шкуры соболя. Зато соболь появился у берегов Северного Ледовитого океана. Несколько животных в зоопарке Арто-Дайду ожидают новоселья. Уже в этом году планируется построить несколько новых вольеров. Склон, где сейчас находятся бурые медведи, тигры и волки, будет отведен для копытных, а хищники будут переселены на новые территории. Рядом с белыми медведями будут жить их родственники – бурые медведи. В лесной зоне поселят рысей. У этих животных из семейства кошачьих появится интересный вольер, приближенный к естественным условиям с хорошими смотровыми площадками. Арто-Дайду является единственным в своем роде зоопарком, функционирующим в экстремальных климатических условиях. Поэтому уход за животными тоже особенный. Более 10 тонн рыбы продали на ярмарке «Рыба Якутии-2019». Мероприятие, организованное на Комсомольской площади Якутска, завершилось накануне. На выставке ярмарки продавали рыбу подледного улова, чир, осетр, муксу, нельма и другие. Напрямую от производителей по самым доступным ценам в городе. В мероприятии участвовали 16 рыболовецких хозяйств. На достигнутом организаторы ярмарки останавливаться не будут. Руководитель отдела Минсельхоза Якутии Иннокентий Баланов сообщил, что в ходе второго этапа ярмарки, который традиционно проводят в октябре, планируется провести более активную рекламу для привлечения большего количества покупателей.
Стало известно, какие спектакли будут претендовать на звание лучшего в республиканском фестивале «Желанный берег». Так, Русский драматический театр выдвинул инсценировку по повести «Яма» Александра Куприна «Очи черные» режиссера Анны Бабановой. Сахай академический театр выдвинул сразу 2 спектакля «Судьба» Николая Якутского в постановке Руслана Тараховского и «Мой друг Гамлет» Шекспира в постановке Сергея Потапова. Гамлет, кстати, также номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска». Всего в конкурсной программе заявлено 14 постановок. Показы всех номинированных спектаклей пройдут в Якутске в течение марта, а 27 марта состоится финал конкурса и торжественная церемония награждения победителей. С сегодняшнего дня начинается Масленица. Это самый древний славянский праздник с многочисленными обычаями, который через века дошел до наших дней. Отмечается, что в течение недели перед Великим постом главные атрибуты праздника – чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гуляние и, конечно же, блины. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Масленица завершится 10 марта. К карнавалу в Бразилии присоединились любители собак. Хозяева вывели своих питомцев на ежегодный костюмированный парад, рассказывает Татьяна Гамозова. Собачий парад прошел в Рио-де-Жанейро во второй день карнавала в субботу. Это популярное событие каждый год собирает четвероногих участников всех размеров и мастей. Хозяева наряжают их не хуже танцоров самбо, а порой даже с большей выдумкой. В этом году она у нас в костюме цыганки, так что может читать судьбу по лапам. Эта встреча домашних любимцев носит название «Блокао», что можно перевести как «уличная собачья вечеринка». Собственно, карнавал стартовал в Рио еще в пятницу. Ярко из фантазии разукрашенные платформы прошли по вечернему самбодрому в окружении сотен танцующих людей. Первые школы самбо продемонстрировали свое мастерство прямо под проливным дождем, который ничуть их не расстроил. Парад под дождем даже лучше. Танцоры, знаменосцы великолепны. Они могли бы отдохнуть пока, но продолжают идти вместе со всеми. Это только первый день бразильского карнавала. В этом году он продлится до 5 марта. Одновременно с выступлениями танцоров на улицах города пройдут сотни вечеринок, которые, как ожидаются, соберут более 6 миллионов человек. А парад чемпионов, в котором участвуют лучшие школы самбо в стране, назначен на 9 марта. Это были новости в прямом эфире.